Одной из первых встреч была встреча с вице-премьером Российской Федерации с Дмитрием Олеговичем Рогозиным. Мы обсуждали несколько тем, и одна из основных тем, которая обсуждалась со мной с Дмитрием Олеговичем, была тема расширения списка предприятий, которые производят у нас в Гагаузии сельхозпродукцию. Я имею в виду винодельческую продукцию одновременно и наши фрукты, наши продукты сельхоздеятельности, которые мы могли бы, конечно же, поставлять на российский рынок. Хочу отметить, что была встречена наша просьба достаточно позитивно, и Дмитрий Олегович заверил в том, что Российская Федерация видит Республику Молдову своим стратегическим партнером и рада оказывать посильную помощь нашей гагаузской автономии в региональном партнерстве, соответственно. Поэтому в ближайшее время, я так думаю, что к концу мая, к нам приедет команда экспертов, которая будет изучать наш рынок, гагаузский рынок, для того, чтобы сделать конкретные предложения нашим экономическим агентам и, соответственно, расширить наших экспортеров, я имею в виду и виноделов, и надеюсь еще на то, что в ближайшее время мы сможем поставлять нашу косточковую продукцию. Мы это тоже обсуждали. Так сложилось, что в Дагестане сейчас было очень много заморозков, и Московская область с удовольствием приняла бы и нашу, соответственно, наши фрукты тоже. Так вот, это первый момент, который был обсужден с вице-премьером Российской Федерации с господином Рогозиным. Второй аспект, который мы обсуждали, это была ситуация, связанная с нашими трудовыми мигрантами. Вы знаете, что огромное количество жителей нашей автономии проживают и работают в Российской Федерации, находятся там. Они не всегда в самых лучших условиях, трудовых условиях. Многие из них не имеют социальных страховок, многие из них работают в перспективе, понимая, что не будет пенсионных исчислений, то есть проблем достаточно много. И Дмитрий Олегович заверил меня в том, что к гагаузским жителям, которые работают в Российской Федерации, будет определенный послабленный режим предусмотрен, зная наше трудолюбие, зная нашу активность, соответственно, в отношении наших людей из Гагаузии, конечно же, будут серьезные преференции предусмотрены, и в ближайшее время мы сможем с вами об этом услышать. Хочу вам сказать, что у меня также состоялась на уровне парламента Республики Молдова встреча с председателем комитета по сотрудничеству с соотечественниками, с господином Леонидом Эдуардовичем Слуцким. Тоже достаточно хорошая встреча была. Мы тоже обсуждали наше межпарламентское сотрудничество. Речь идет о сотрудничестве между Государственной Думой и, соответственно, депутатами нашего Народного собрания. Вы знаете, что недавно тоже была встреча председателя парламента, то есть депутаты Государственной Думы готовы оказывать нам поддержку, помощь и на законодательном уровне. Мы и с господином Слуцким, и с господином Дмитрием Олеговичем Рогозиным обсуждали и тему освобождения наших товаров от таможенных пошлин, и эта тема является тоже одной из самых важных, и я думаю, что в ближайшее время будет рассматриваться снятие таможенных пошлин с наших молдавских товаров тоже. Следующая очень важная встреча у нас была рабочая встреча с вице-губернатором Московской области, с Юрием Павловичем Олейниковым. Это достаточно подготовленный и ответственный человек, с которым мы подписывали соглашение в феврале месяце о региональном сотрудничестве, о экономическом сотрудничестве. Соглашение мы подписали о торговом сотрудничестве, научно-техническом и культурном. Буквально 10 февраля соглашение было подписано, и
у нас недавно состоялась, пару дней назад состоялась встреча. Хочу сказать, что встреча была очень конструктивной, обсуждалось очень много вопросов. Наша делегация приехала с конкретными предложениями. Мы говорили об открытии торгового дома Гагаузии, и уже даже обсуждается место. Одновременно мы говорили и о том, чтобы наша продукция была представлена в магазинах Московской области. Вы знаете, что рынок Московской области достаточно шикарен для гагаузской автономии, и руководство Московской области готово нам предоставить серьезнейшую площадку. И в июне месяце также наши производители, виноделы тоже будут участвовать на одной из выставок в Подольске Московской области для того, чтобы представить нашу продукцию и, соответственно, уже потихонечку приобретать, возвращаться к потребителю московскому, тот, который всегда любил, ценил наши вина. То есть Московская область готова нам в этом плане помочь. Речь также идет о том, чтобы, соответственно, наши фрукты туда поступали. Речь шла и о других очень важных вопросах. Мы сделали ряд предложений. Я хотела сказать о Вулканежской свободной экономической зоне. Вы знаете, что возможности и потенциал достаточно хороший Вулканежской свободной экономической зоны, но не достаточно реализован. И мы сделали ряд предложений нашим российским инвесторам. Речь шла о строительстве завода по производству сжиженного газа на территории Вулканежской свободной экономической зоны, зернового элеватора, завода по переработке углеводородного топлива. Мы предложили гарантии освобождения от всех видов налогов, кроме социальных выплат. И такое условие было принято нашими партнерами, и как только будет сформирован исполнительный комитет Гагаузии, соответственно, после этого мы формируем рабочую группу, в которую войдут руководители наших управлений и руководители министерств Московской области для того, чтобы сформировать конкретную дорожную карту наших дальнейших действий. Речь шла, конечно же, не только об экономическом и торговом сотрудничестве, речь шла и о гуманитарном сотрудничестве. Мы обсуждали факт и возможность предоставления нашим ребятам, которые будут иметь желание учиться в вузах Московской области, реализовать себя тоже там. Для этого Московская область обратила наше внимание, что они готовы предоставить нам бюджетные места и бесплатное общежитие одновременно, но мы сразу сделали оговорку. Тогда, когда будет обсуждаться конкретно этот вопрос с этими ребятами, студентами, которые будут поступать на бюджет, будет подписано соглашение о том, чтобы по окончании вузов они обязательно возвращались обратно к нам в Гагаузию. Речь идет именно о тех ребятах, которые будут учиться на бюджете. Те, которые решат учиться на контракте, соответственно, они будут уже вольно сами определять, оставаться им там, либо возвращаться, конечно же, им обратно. Эта оговорка сделана специально, преднамеренно, для того, чтобы мы, соответственно, наших молодых людей не растеряли, а вернули их на родину, понимая и осознавая, что мы должны будем предоставить им рабочие места, чтобы они могли себя, соответственно, реализовать. Мы обсуждали вопрос открытия научного центра русско-гагаузского на базе Камрадского государственного университета. Обсуждался вопрос обмена преподавателями по русскому языку и литературе, соответственно, обмена студентами, обмена школьниками, которые захотят, соответственно, поучиться определенное время в школах Российской Федерации. Мы предложили нашим партнерам, чтобы они отправили к нам студентов, которые захотят поучаствовать в сборе урожая осенью. Вспомните, как говорится, те недавние советские времена, кстати, увидели тоже поддержку. Многие из них захотели самостоятельно сорвать гроздь винограда, то есть такие были хорошие, интересные предложения, которые были тоже поддержаны нашими партнерами. Кроме этого, мы обсуждали и вопросы оказания медицинской помощи жителям нашей Гагаузии. Мы предложили сформировать квоту людей, определенное количество людей, которые готовы будут принять наши партнеры с Московской области для того, чтобы оказать им медицинскую помощь, лечение в тех или иных направлениях. У нас очень много больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Готовы наши партнеры оказать и диагностику. То есть открытость достаточно хорошая, и
я думаю, что уже в конце мая конкретные шаги и действия, о которых я выше вам говорила, они будут обозначены. Мы договорились, что мы расширим наше соглашение, потому что в процессе обсуждения появляется много хороших предложений для того, чтобы его еще раз дополнительно, соответственно, подписать.